Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Прививки от гриппа и ОРВИ в текущем году должны получить 580 тысяч якутян. Как продвигается вакцинация? В 7-й школе Мирного открыли цифровой класс. Он предназначен для детей, желающих больше знать о программировании. Минтранс Республики опубликовал информацию о закрытии паромных переправ. Озвучим примерные даты. Из-за сложной ситуации с коронавирусом глава Роспотребнадзора сообщила, что по всей стране ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Заболеваемость выросла в 67 регионах. Так, в ряде субъектов России вновь начали внедрять систему QR-кодов, которую вводили еще летом. Что касается нашего региона, то указом главы Якутии сейчас школьники учатся дистанционно. Наполняемость кинотеатров и музеев составляет половину от вместимости. Также приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослых населения. Помимо этого усилены рейдовые мероприятия по контролю соблюдения ограничительных мер. Только за последнюю неделю совершили более 200 выездов. Если говорить о проведенных рейдовых мероприятиях, то на прошлой неделе мы проверили 216 объектов, торговых объектов и других социальных административных зданий, в том числе 16 автобусов и 3 школы. Выявлено нарушение 16 и составлено протоколов 3. Также был проведен ночной рейд, во время которого были проверены 8 объектов и выявлено нарушение 6. Они все проводили мероприятия, которые оказывали услуги досуга. Ну и работали после 00 часов. За последние сутки в Якутии выявили 235 новых случаев заражения ковид. Из них 127 приходится на Якутск. 9 случаев в Валданском районе, по 8 в Мегино-Конгаласском, Чурапчинском, Вилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском и Усть-Алданском районах, по 6 заболевших. Еще в 17 районах фиксируют от 1 до 5 заражений. В Алмазном регионе уровень заболеваемости коронавирусом не снижается. По данным Оперштаба, Мирнинский район входит в десятку муниципалитетов, где зафиксирован низкий уровень вакцинации. В Ленском районе статистика тоже неутешительная. С чем это связано, разбирались наши коллеги. Ее работа неразрывно связана с людьми. Ольга Петрова – директор гостиницы. Она не болела коронавирусом, но прививку сделала. Персонал тоже вакцинирован. Сфера обслуживания обязывает защититься. После прививки чувствовала себя хорошо, что после первого компонента, что после второго компонента. Первый раз привились мы, первый компонент получили 19 февраля, второй 19 марта. Сейчас уже 17 сентября мы ревакцинировались. Ревакцинировались уже 55 сотрудников Алроса на Ленской площадке. Всего с февраля вакцинировались 969 человек. Сотрудники медцентра отмечают рост заболевания среди сотрудников компании. Болеют в первую очередь те, кто отказался вакцинироваться. Человек, который впервые сталкивается с инфекцией, тем более имея в багаже какие-то хронические тяжелые заболевания, да, он заболевает и быстрее, и тяжелее. И случаи летального исхода, как ни страшно это говорить, да, они случаются чаще среди непривитых. Врачи-инфекционисты отмечают, коронавирус стал протекать тяжелее. Симптомы меняются. Сейчас подтвержденным диагнозом 136 человек. Я нахожусь в стенах Ленской центральной районной больницы. Позади меня стоит очередь на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Но сначала их осмотрит врач. Время на вакцинацию ограничено с 14 до 16:00. На часах 14:30, и мы видим, что желающих становится все больше. Тем не менее, темп вакцинации от коронавируса снизился, отмечают врачи Ленской ЦРБ. Ежедневно прививку делают 10 пациентам, хотя в районной больнице хранится 4500 доз препарата Гам-Ковид-Вак. Людей пугает неизвестность. Медики говорят, надо бояться не прививки, а самой болезни. У нас идет какая-то странная подмена понятий. И в соцсетях очень много идет информации о том, что прививка опасна. Но почему-то никто не говорит о том, что люди умирают от ковида. И в сентябре у нас умерло 9 человек. Нынешняя осень гораздо сложнее прошлогодней. Теперь медикам приходится проводить сразу 2 прививочные кампании против коронавируса и гриппа. Это осложняет процесс, но только вакцинация способна остановить болезнь. Дарья Боискорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Прививки от гриппа и ОРВИ в текущем году должны получить 580 тысяч жителей республики. Из них 217 тысяч дети, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В настоящее время прививками против гриппа охвачено более 85 тысяч человек, в том числе детей более 37 тысяч, а взрослых свыше 48 тысяч, отметили в ведомстве. По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, в Якутии циркулируют вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, арси-вирусы, риновирусы. Среди установленных вирусов доминируют вирусы парагриппа. За помощью к психологам чаще всего обращаются вынужденно и все чаще в период пандемии. В столице региона начал работу второй форум психологов Якутии. Руководство страны и нашей республики психологической поддержке населения уделяет определенную долю внимания. На форуме участников ожидает подписание соглашений, обсуждение вопросов и предложений, напрямую связанных с психологией, и отдельное слушание с представителями сферы психологии из Республики Татарстан. Мероприятия проходят в онлайн-формате. Любое вот это изменение, оно должно как-то быть объяснено, то есть объяснение иметь. А чтобы этого объяснения получить, мы должны в действительности создать такую службу, которая позволит от мала до велика рассказывать, объяснять те поведения, как климата, как сегодня экономики. И потому что вот этот стрессовую эту ситуацию надо снимать. Проект «Умные недели» запущен в Якутске. Так, Российское общество знания совместно с АГИКИ организует для студентов Института Якутского художественного училища и Якутского колледжа культуры и искусств арт-школу «Культура и искусство». Мероприятие проходит в очно-дистанционном формате. При этом программа очень обширная. Это и мастер-классы, и лекции, и практикумы, и многое другое. Программа была поделена на треки: кино и сценическое движение, танцы, история искусств. Ведут треки приглашенные гости, известные в стране деятели искусств: Александр Новиков-Янгинов, Ната Покровская, Юрий Летючий и члены Творческого союза художников России «Мастер Екатерина». Один из первых проектов, который был предложен, это «Умные недели». Они были организованы и начались с июня месяца. Более чем 60 регионов. На сегодняшний момент в 55 регионах прошли такого рода встречи, которые проходят сегодня у нас здесь, в Якутске. И получилось так, что как раз культура и искусство направление, оно пришлось на сентябрь-октябрь месяц. Ну и, наверное, очень благодатная почва – это Якутия. В 7-й школе Мирного открыли цифровой класс. Он предназначен для детей, которые хотят больше знать о программировании. В цифровом классе детям подготовили планшеты, на которых они могут сами придумать дизайн плакатов, например, для математики. Оборудована доска и для преподавателей. Всего в учреждении запустили 37 образовательных порталов как для учителей, так и для учеников. А педагоги проходят курсы, на которых узнают больше методик дистанционного режима. Сейчас школа работает над тем, чтобы на выходе получить современного выпускника, который умеет получать нужную информацию и разбираться в IT-технологиях. Мы сделали очень большой шаг вперед. Мы выиграли грант гражданских инициатив, за что огромное спасибо нашим родителям, они нас поддержали. Мы выиграли 2 990 000. Конечно же, оказала поддержку управление образования, администрация нашего района. Вот. Данный грант мы выиграли в рамках именно развития центра «Навыки 21 века», который касается не только детей, учителей, ну, то есть всей сообщности такой учительской нашей, да, то есть повышение курсов квалификации. Минтранс Республики опубликовал информацию о закрытии паромных переправ. Судоходную линию на северных реках региона закрыли 30 сентября, а на реке Вилюй – 4 октября. По предварительному прогнозу Гидромедцентра, в районе Якутска устойчивое ледообразование ожидается 15-17 октября, в районе Крест-Хальджай – 14-16 октября. На центральных реках закрытие планируют 16-18 октября, в том числе на реке Лени, на участке устья реки Алдан-Якутск 16 числа, на участке Якутск-Синск 18 октября. Работу паромных переправ Якутск-Нижний Бестях и Кангаласы-Сотенцы завершат ориентировочно 16-18 октября.
По территории Мирнинского и Оленёкского районов началась сезонная миграция диких оленей. Таким образом, животные находят места для зимовки. Напомним, на сегодня на территории региона существует 3 вида популяции диких оленей. Одна из них, яно-индигирская, по словам ученых, сегодня находится на стадии исчезновения. Численность оленей в ней за прошедшие 30 лет сократилась более чем в 50 раз и составляет 1500 особей. Одна из причин – это незаконная добыча диких оленей. Поэтому спецотряд экологов «Запад» с 21 сентября до конца октября усиливает рейдовые мероприятия по охране путей миграции парнокопытных животных. Основные цели и задачи спецотряда «Запад», дирекции биологических ресурсов, это, значит, охрана и мониторинг популяции дикого северного оленя. Значит, при добыче 2 и более особей дикого северного оленя это уже уголовное правонарушение, и, соответственно, материалы передаются в органы полиции для возбуждения уголовного дела. А так, сумма ущерба, значит, за добычу одного дикого северного оленя, это в пределах 90 тысяч рублей. Проект ведущего библиотекаря краеведческого отдела Амгинской централизованной библиотеки Вероники Стручковой «Вы услышите меня сквозь столетия» выиграл грант Фонда президента. Проект стартовал в 2012 году. Он представляет из себя аудиокнигу, куда входят аудиозаписи живых голосов, песен, произведений известных и талантливых поэтов, песенников Амгинской земли. В настоящий момент выпущены 14 аудиокниг. Отметим, что в названии каждой аудиокниги присутствует слово «Амга». Этим летом проект выиграл грант Фонда президента на сумму 500 тысяч рублей. Летом я участвовала. Недавно я стала победительницей. Мой проект выиграл, поэтому я дальше буду работать и буду записывать дальше своих творческих людей Амги. Поэтому проект продолжается, и на сумме на этот проект я выиграла 500 тысяч рублей. И все это средства, на эти средства я буду, дальше будем покупать микрофоны, раз по смете то, что нужно в этом проекте. Духовой оркестр Высшей школы музыки республики под руководством Александра Кузьмина стал лауреатом 1-й степени на Всероссийском фестивале-конкурсе «Байкальские духовые ассамблеи». Творческий коллектив получил награду в категории оркестровое исполнительство в номинации «Духовой оркестр» среди конкурсантов до 18 лет включительно. Цели конкурса – сохранение и развитие духового инструментального исполнения. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.